нижняя часть брюшины. Вот это будет какая сумка? Гепатика, это прогастрика. Впереди желудка. Ну, а мы к сердцу пошли, да? Вот. Здесь оно в перикарде. К этому вернемся немножко. Ну что у сердца? Во-первых, вы берете сердце всегда. Нам тут дали с сосудами, ну пусть. Сердце на ладонь. Вот так. Оно само ложится. Не надо его крутить, вертеть, как на экзаменах делают. Вот любое, вот вы берете сердце, кор, вот верхушка. Видите, да? Диафрагма. Вот даже здесь видно. Вот это диафрагма, вот сердце. Передняя средосения, да? Вот она верхушка. То есть она куда обращена? Вправо или влево? Вот как у вас оно сейчас. Сердце, апекс кордис, обращена влево. Пятое межреберье. Пятое межреберье на 1 сантиметр кнутри от средней ключичной линии. Вот это вот вам на терапии будут, вы сейчас уже должны знать. То есть как определить верхушку сердца, друзья? Ну вот сердце перед вами, моя ладонь диафрагма. Вот верхушка, такая ось косая у сердца. Ладонь прикладывается к грудной клетке, больного вам будут давать. И сюда тук-тук-тук в ладонь. И вы будете ставить ручкой точечку маленькую. Для того, чтобы послушать, как работает клапан предсердно-желудочковый левый. Понимаете? Ну, это вам уже сейчас не надо, но это так будет. И это на 2-м курсе можете потом проходить. Ну вот. Дальше. То есть вот это грудино-реберная поверхность. Правильно? Здесь убрали грудину, убрали. А это его диафрагмальная. Это верхушка, это основание. Видите, оно какое основание интересное, да? Вот дальше, то есть вот это вы все прочитаете. Смотрите, ставьте себе. Я, может, здесь точку, да? Вот так, вот так. Вот. Дальше, вот идут камеры сердца у вас. Так. Чуть. Ну, понятно, что это желудочки, да? А как определить, где правое, где левое сердце, где правое предсердие, атриум, где левое? Оказывается, есть ушки. Вот ушко, смотрите. Ну-ка. Да? Правое. Замечательно. Вот они, 2 ушка. Вот эти 2 ушка – это полости предсердий. Вот это вот мы. Смотрите, вот я вам показываю. Ну, так на вскрытии вскрывали, так нам дали. Диафрагме прилежит. Так отрезали и дали. Ледекстра. Вперед. Вперед ушки направлены на макушке. Вот они обнимают крупные сосуды. Это предсердие. Правое ушко. Да. Правое предсердие. Левое ушко. Левое предсердие. Предсердие желудочков, видите, какие гладкие. Там эндокард. В предсердиях, в этих ушках могут быть мышцы гребенчатые, видите, такие. Любое сердце, которое вы... Давайте вот это возьмем, пожалуйста. Взять так, чтобы у вас верхушка
ложится, не надо его крутить. И вы нашли ушко. Какое это ушко? Левое. Так разрезали нам на судебной. Или где-то. Значит, это смотрим. Какое ушко? Ушко какое? Правое. Значит, это будет какое сердце? Правое. А это какое ушко? Оно такое смешное какое-то, не такое, как нам бы хотелось. Ну, вот оно, да? Вот оно, вот. Это будет левое ушко. Ушки направлены вперед и обнимают крупные сосуды. Ушки – это полости остаточные предсердий. Беру еще одну, вот так. Вот сейчас вы все будете в перчатках брать, стараться. Видите, вот брали кусочек на гистологии тут. Смотрите. Задача-то найти ушки. Вот это с этого экзамен начинается. Роются так и сяк, и перевернут. А ведь это очень просто. Почему просто? Потому что ушки торчат вперед. Принадлежит полости предсердий левого и правого. А дальше уже сами пойдете. Ушко, правое предсердие, то должен быть что? Правый желудочек. Вот он тут вскрыт. Экструм, атриум, синиструм. Видите, какой интересный, да? Это мышцы такие образуют переплет. Да? Закрыли. Так, между предсердием и слева то же самое будет. Смотрите. О. Видно? Вот. Предсердием и желудочком, тем и другим, есть створки. И клапан, у которого 3 створки. Это между правым предсердием и правым желудочком. Мне только не нравится, как тут показано. Тут все вместе. Ну ладно, сейчас я вам как-нибудь другое. А ну вот они, ладно. Можно будет изобразить вот тут. Смотрите, вот. Видите, какие створки? Вот они. Вот створка. Видно? И вот створка. Вот раз, два, три. Разрез немножко неудачный, но не важно. Что такое? И еще где найдем? О, красота какая. Между левым. Вот, видите, между левым. Вот. Одна створка и вторая. Давайте еще поудачнее, может быть, пока вы тут не понимаете. Так, поудачнее вот. О, вот тут удачно. Смотрите. Левая. Да. Вот. Правда? Вот. Куспис створки. Между левым и левым желудочком 2 створки. Это митральный клапан. Вот и вы слушаете работу на верхушке. Вот про это я вам и говорила, когда воспаляется лимфоидное кольцо. И в миндалинах там заползают сосуды стафилококки. Поэтому вот эти вот клапаны, вот они могут болеть. Эндокардит. Смотрите, от створок идут нити. Вот, видите, хорды. Прикрепляются к сосочковым мышцам. Это, ну, так миокард выступил в виде столбов, я их все говорю, как красноярские столбы. Они мускулис папиллярис. Поняли? Если 2 створки, 2 мышцы, 3 створки, 3 мышцы. Сердечная мышца образует такой переплет. Вообще все это миокард называется. Инфаркт миокарда – это нарушение кровоснабжения миокарда. Ну что, сердце не получается. Не, оно по крови не получается, спазмы, оно не сокращается все. А на кардиограмму это все вам покажет. Это вам, может, сейчас и не надо, но я просто вам маленько шурупы ваши подкручиваю. Так, теперь дальше.
Ну, давайте пойдем мы с вами в правое. Тут немножко, наверное, все у нас тут. Сердца хорошие. Ну, я бы не сказала, но все равно. Тут 3 створки будет. Понимаете, да? 3-створчатый оторвали. 3 мышцы сосочковых. Тут у нас сосуды сердца. Я вам их давать не буду. Мы с вами этим заниматься не будем сейчас. Значит, вот смотрите, какое красивое, да? Правое предсердие. О. Аж туда можете заглянуть. Ну, так. Посмотреть эти створки. Вот они. Вот. Их 3. 1, 2, 3. И также нити видно. А вот тут 2 створки. Видите? Вот. 1 и 2. Ну, как интересно. А видите, как получается? Работа сердца, систола, сокращение желудочка, диастола, расслабление. Во время систолы кровь будет выбрасываться вот в те сосуды, которые я вам сейчас буду называть. По сосудам-то побежала, но хочется назад вернуться. Клапаны не дают. А клапаны не дают. Ну, поэтому, что вот здесь мне только, ну, можно вот прочитать камера сердца. Так? Левое, правое. Просто название. Не надо все подробно. Вот то, что овально там. Строение стенки сердца я бы тоже вам сейчас не давала. Это нам, может, и не надо. Ну, эндокард. Внутри. Эндокардит. Страшное заболевание. Бывает септический эндокардит. Ну, кто знает, может, тут тоже от этого могли погибнуть люди. Эндокард. Потом идет миокард. И он идет, у предсердий 2 слоя, желудочков 3. А дальше идет эпикард. Вот смотрите. Здесь виден только миокард. Видите? Эпикард. Вот. Вот он. Гладкий, блестящий. Просто бы хотя бы название эндокард. Вот вам скажи просто, вы начнете все заучивать. Вот. Ну пусть вот так. Эндокард, миокард. Вот, проводящую вообще систему не надо. Боже, избавь. Вот так. Ничего это не надо. Ну пусть эпикард, эндокард. Артерии не надо. Запоминайте. Ничего не надо. Вот вам нужны будут сейчас круги кровообращения. А сейчас я вам их и расскажу. Так, вот. Задам перикард. Давайте запишем с вами золотое правило сердца. Так, тут у нас... Как скажешь, этот вопрос на экзамене. Глаза выпучат студенты. Правда? Я замучилась ним сейчас. Так, сейчас я... Вот схема кровообращения тут есть, видите? Малый круг и большой, или телесный. Так вот, друзья, в чем заключается правило сердца? Все сосуды, которые выходят из сердца,